4 февраля 2014 года ушел из жизни известный советский, российский и башкирский историк Анвар Закирович Асфандияров. Эти сухие строчки официальных некрологов закрыли одну из важнейших страниц отечественной историографии, связанную с изучением истории Башкирского края. Смерть профессора Асфандиярова стала невосполнимой потерей не только для родных, близких, многотысячной армии читателей, но в первую очередь для самой науки. Каково значение его трудов и какое наследство он оставил после себя? Помню, как на собеседовании во время вступительных экзаменов в Башкирский государственный университет некий член приемной комиссии, а это был, как я узнал позже, Анвар Закирович Асфандияров, спросил меня, почему вы решили поступать на исторический факультет. Растерявшись, я не нашел ничего лучшего, как сказать, мол, люблю историю. Асфандияров хитро улыбнулся и сказал, любовь должна быть взаимной. Он действительно относился к истории как к одушевленной субстанции, способной проявлять свой дух и нрав. Может быть, поэтому муза истории Клио благоволила к нему за чуткое к себе отношение и открывала ему свои тайны. Ну, многие уже, наверное, говорили, везде писали, что это работа целого института, который выполнил один человек. Он составил всеобъемлющий, огромный, многотомный такой компендиум сведений о башкирских, русских, татарских, мишарских деревнях нашей республики, истории этих деревень. И причем все эти сведения, они ведь научные, и ими пользуются до сегодняшнего дня. Я считаю, что вот это, то, что было сделано, это просто, ну, я даже не понимаю, как это было сделано, это огромный труд, это просто огромный труд. Но этот труд ведь начинался как? Он с утра читал лекции, после обеда он сидел в архиве. Ну, получается, он ночью или вечером писал вот то, что вышло потом в виде книг. Многотомная работа «История сел и деревень Башкортостана» стала самой известной работой Асфандиярова. Она выходила большими тиражами и выдержала переиздание. Ее можно найти во всех библиотеках республики, на столе любого краеведа. На ее материалы имеются тысячи ссылок в сети интернет. Однако к созданию истории населенных пунктов исторической Башкирии Анвар Закирович пришел, преодолев тернистый путь, на котором были сиротское детство, трудная молодость и долгие годы упорного труда историка-архивиста и, наконец, всеобщее признание. Анвар Закирович Асфандияров, кандидат исторических наук, профессор, лауреат Государственной премии в области науки и техники Республики Башкортостан, кавалер ордена Салавата Юлаева. Анвар Асфандияров родился 15 мая 1934 года в деревне Чингизово Баймакского района Башкирской АССР. В возрасте 3 лет он лишился матери. Отец женился вторично. Шухады көп изленик, бөтер изленик таба алмайбыз. Изле турга зияратка барып сыккандар. Зиярат улардын авылларынын эргесиндегине. Барып сыккалар, Энвер шунда белекей генә ага салган да колуна, шуның белән әсәһенең каберен казып утырады. Әсәемде алып кайтам дип әйтте. Димәк шунда әсәһенең ерләнгәнен белгән инде. Бу әсә дип әйткәнне дә исләмәй. Әсәһен бөтенләй исләмәй әсәһен. Атаһын әдерәк белә инде. Вскоре началась война, и его отца Закира Аль-Мухаметовича Асфандиярова призвали в армию. Больше его маленький Анвар никогда не видел. Какое-то время мальчик воспитывался у бабушки, но и она вскоре умерла. Так он сделался круглым сиротой. Сильно голодая, ходил по разным деревням в поисках пропитания. В конце концов, его устроили в Баймакский детский дом. Памятью от пребывания в детском доме остались татуировки на руках Алеша, то есть Анвар, и цифра 1934, год рождения. В 1950 году его и других выпускников Баймакского детского дома привозят в Уфу, чтобы затем отправить на учебу в фабрично-заводское училище города Иркутска. Если бы 16-летний Анвар тогда уехал по направлению, историка Асфандиярова не было бы. По непонятной причине он отказался ехать в Сибирь и сдал документы в 9-ю башкирскую школу города Уфы.
Быстро пролетели школьные годы. Остались лишь воспоминания о суровой, но все же довольно счастливой юности. Наступили годы студенчества. В 1953 году Анвар Асфандияров уезжает в Москву и поступает на исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. По всей видимости, намерение стать историком зрело в нем давно. Во время каникул отдыхать на родину не уезжал, а работал на лесопильне, чтобы накопить денег на одежду. Его научными руководителями стали крупные отечественные ученые. Знаменитый археолог Артемий Арцеховский, а также известный историк Иван Федосов открыли парню из башкирской глубинки необъятные горизонты будущих исследований. А пока, закончив ИСТФАК МГУ, он возвращается в Уфу и несколько лет работает учителем истории в школе-интернате номер 1. Однако стремление быть профессиональным историком заставило его в 1965 году поступить в аспирантуру Института языка и литературы Башкирского филиала Академии наук СССР и в 1970 году защитить диссертацию в своей альма-матер, то есть в МГУ. Диссертация была посвящена системе кантонного управления в Башкирии, а научным руководителем Асфандиярова был известный башкирский историк Абубакир Усманов. Абубакир Нуриянович Усманов родился в 1910 году в деревне Имяново Балтачевского района Республики Башкортостан. Кандидат исторических наук, автор монографии «Присоединение Башкирии к русскому государству. Башкирский народ в Отечественной войне 1812 года». Начинал заниматься он как ученик Абубакира Нурияновича Усманова, и он занимался военной историей башкирского народа, кантонной системой, военными походами и так далее. Здесь он сделал прорывные, в общем-то, открытия, и надо отметить его такое достижение, наверное. Он впервые занялся фамилиями тех, кто участвовал в этих походах, наполеоновских войнах. Он впервые начал публиковать списки башкир рядового состава, тех, кто героически воевал с Наполеоном. Это он сделал первым. После него мы уже пошли. Наступившие лихие 90-е изменили отношение к исторической науке. Эпоха перемен потребовала пересмотра многих ключевых моментов отечественной истории, что в свою очередь породило нигилизм и пренебрежение к этому виду гуманитарного знания. В начале 90-х годов, как известно, в период определенного сомнения в исторической методологии, падает интерес к исторической науке в целом. Очень часто и со стороны политиков, и общественности были слышны такие претензии о том, что история не является наукой, что историки переписывают, так сказать, основные исследования каждое поколение. И буквально шел такой вал наступления на историческую науку. В этих условиях отдельные выдающиеся представители нашей науки, в том числе такие, как Анвар Закирович, фактически спасли репутацию, в частности, истории Башкирии, истории башкир для общественности. Конкретность и предметность, даже некоторая лапидарность и позитивизм стали авторским почерком Асфандиярова как историка. Чувствуется, что во многих случаях он намеренно избегал широких, но спорных обобщений. Он был чужд стремлению вывести некую теорию и тем самым скатиться к политизации истории, чем много и часто грешили его коллеги из соседнего Татарстана. Тем более ему был ненавистен дух жанра фольк-хистори, процветавшего в 90-х годах, да и сегодня имеющего множество последователей. Именно поэтому многие работы Асфандиярова стали введением ко многим большим историческим проблемам, например, к вопросу о происхождении вотчинного права башкир на землю. Прежде всего это касается, наверное, таких вопросов, как вопрос о, например, вотчинном праве, который Анвар Закирович рассматривал не как в качестве государственного института, а впервые указал, что вотчинное право – это древнейший институт, еще возникший до вхождения Башкирии в состав русского государства. Башкиры были единственным в России народом, владевшим территорией на правах своей собственности. Считалось, что такую привилегию им даровал Иван Грозный в момент вхождения в состав русского государства. Однако Асфандияров обратил внимание на то, что многие грамоты на землю, выданные башкирам царским правительством, были не жалованными, а всего лишь подтвердительными.
К тому же средневековое сочинение «Дафтар» и «Чингис-наме» по сути дела является апологией права башкирской родовой аристократии на владение землей, дарованного якобы еще самим Чингисханом. Анвар Закирович, чье юношество и вся последующая деятельность прошла в Уфе, безмерно любил свой город и был большим знатоком его истории. Он знал все достопримечательности и закоулки. И, конечно же, его волновала ранняя история Уфы и вопрос о дате ее основания. В 1972 году началась подготовка к празднованию 400-летия Уфы с учетом того, что она была основана в 1574, хотя большинство историков, начиная с XIX века, настаивало на 1586. Власти, как всегда, не озаботились тем, чтобы сверить свои юбилейные планы с мнением историков. Тогда был Мидхат Закирович Шакиров во главе областного комитета партии. И решили отпраздновать этот юбилей в 1974 году. Но, как всегда, очень ответственно подошли к этой дате. И был создан творческий коллектив для подготовки истории города Уфы. Туда вошел и Анвар Закирович Асфандияров. И вот Анвару Закировичу Асфандиярову и Наталье Федоровне Демидовой достался самый такой острый, самый дискуссионный период истории нашего города. Это древняя история города Уфы. Тяжелая задача выпала на долю Асфандиярова и Демидовой. Наталья Федоровна Демидова родилась в 1920 году в Орловской губернии, доктор исторических наук, профессор, специалист по истории русского государства XVII века и башкирским восстанием. Согласиться с желанием властей ускорить 400-летний юбилей Уфы означало согрешить против истины, а противоречить им было бесполезно. Тогда было найдено Соломоново решение. Там надо было, естественно, угодить этим требованиям времени, доказать, что Уфа основана в 1574 году, но никаких документов не было по этому поводу. И Анвар Закирович очень мудро вышел из этого положения, сказав, что в 1574 году была основана крепость, которая стала через 12 лет городом Уфой. Это положение вошло в коллективную монографию «История Уфы», которая и сегодня является лучшей работой по истории столицы Башкирии. А вопрос о дате ее основания по-прежнему вызывает различные толкования. Сам Асфандияров склонялся к 1586 году. Однако скудость источников, избивающая с толку известия историка XVIII века Петра Рычкова, не позволили ему сделать однозначный вывод. По всей видимости, этот вопрос так и останется историографической проблемой, не получившей окончательного решения. Чего нельзя сказать о других исторических темах, которыми занимался Анвар Закирович. Архив для Анвара Асфандиярова был лабораторией, в которой он проводил все свободное от работы время. Работа в архиве была его страстью, его хобби, которое он не хотел делить ни с чем другим. Иртасак дәрескә китә, дәрестән керә архивка. Архивтан кискә кайтала, сәгать 2-гә, 3-гә, 4-гә хәтле өстәл артында утырып, шул архив материалдан без үтендә эшләй бит инде. Шулай итеп, шуннан яда утырып, үтәнейләрдә инде ядып шуннан мин инде кулымдан килгәнсе уга тәүдә машинкала неттем, бастым инде әйберләрен шуна, уннан соң 95 елда компьютер булган, шул компьютерда эшләнем. Анвар Закирович был прекрасным педагогом, причем не только для студентов. Его учениками стали десятки краеведов, которые понесли его методологию, его фактологию, его идеи в массы. В советское время краеведением занимались в 20-30-е годы, а вот затем оно было под запретом. Но это сталинские времена, и краеведение считалось вот что-то такое, связанное с интересом дворянскому быту, буржуазному быту. Ну, в общем, оно не приветствовалось. По сути, Анвар Закирович, он реанимировал тему краеведения, именно исторического краеведения. Не будем забывать, что были серьезные краеведы, вместе с ним работали Гудковы и другие были известные краеведы. Но Анвар Закирович поставил краеведение именно на научную платформу.
Асфандияров прекрасно осознавал, что история, не имеющая соприкосновения с оживляющим дыханием жизни, становится схоластической наукой. Однако история в актуализированном состоянии становится настоящим оружием. Если мы можем говорить о создании научной школы, то, безусловно, в нашей историографии это научная школа Анвара Закировича. Очень важный момент необходимо отметить, говоря о том, что для башкир изучение прошлого играет особую роль. Наш народ свою идентичность строит не только на языке, на культуре, но в том числе на общности исторической судьбы. Потому что для башкир, например, такие события, как борьба за независимость, защита вотчинного права, создание своей государственности – это ключевые вехи прошлого, которые являются объединяющим началом этноса. То есть формируют дух народа. И Анвар Закирович это прекрасно понимал. Действительно, главным маркером башкирской этничности является не язык, поскольку значительная часть башкир разговаривает либо по-татарски, либо на одном из диалектов, либо на своеобразном суржике. Главным признаком башкирской идентичности является общее историческое прошлое. Именно поэтому оно подвергается идеологическим атакам извне. В начале 90-х годов вместо того, чтобы работать над докторской диссертацией, Асфандияров приходит на телевидение. Понимая всю силу и значимость не только печатного слова, но и слова, сказанного с экрана, он начинает свой знаменитый цикл передач «Шежере», то есть родословная. Тогда это, казалось бы, несолидное занятие представлялось ему важнее степени доктора наук. Телевидение давало ему широкую зрительскую аудиторию, которой он хотел поведать о том, что не давало ему покоя, то, что он считал самым важным. Путь на экран открыл ему тележурналист Юлай Гайнетдинов. Мне пришла мысль, а почему бы не предложить Анвару Закировичу вести рубрику, вот выделить из передачи «Хазина» передачу «Шежере». Я предложил Анвару Закировичу. Анвар Агай, конечно, он человек серьезный. Он тогда сначала подумал, он же очень много работает в архиве и так далее. Очень много, он сильно занят, у него нет свободного времени. Но подумав прикинув возможности телевидения, он согласился. И началась передача «Шежере», рубрика «Шежере». А говорить в программе «Шежере» было о чем. В 90-х годах выходит в свет его многотомный справочник «История сел и деревень Башкортостана», который производит настоящий переворот в умах. Дело в том, что долговременное ведение школьного образования на татарском языке на северо-западе республики привело к потере башкирской идентичности у значительной части тамошнего башкирского населения. Старожилы, конечно же, помнили о своем происхождении, но отсутствие доступа к источникам делало свое дело. И вот Асфандияров опубликовал архивные документы и тем самым открыл людям глаза на истинную суть вещей. И он показал, что, например, история Западной Башкирии, Северо-Западной Башкирии или Восточного Татарстана – это история, в принципе, нашего края. А те политические перипетии, которые привели к тому, что это попало уже в два субъекта федерации, Республика Татарстан и Республика Башкортостан, это произошло уже в 20-е годы 20 века, это всего лишь маленький отрезок в истории этих населенных пунктов и людей, которые там живут. Он показал ту самую подлинную историю их, начиная с 17, 18, 19 веков. Асфандияров первым нарушил заговор молчания и сделал первый шаг к преодолению трагического раскола башкирского этноса. Впервые за многие годы башкиры северо-запада и юго-востока осознали себя единым целым, за что историк подвергся яростным нападкам со стороны. И в этом отношении, повторяю, он, безусловно, не мог избежать конфликта с многими историками Татарстана. И здесь действительно граница конфликта проходила в идеологической сфере. Но Анвар Закирович, в отличие от своих оппонентов, все-таки опирался на документы. И в этом отношении историческая наука была абсолютно, так сказать, не пострадала.
Работа историка и источника-веда Анвара Асфандиярова полностью совпала с многолетними исследованиями выдающегося этнолога Раиля Гумеровича Кузеева, который в одной из бесед сказал ему, что тот при жизни воздвиг себе памятник. Подобного труда, описывающего историю населенных пунктов, нет ни в одном регионе России. Не случайно об Асфандиярове говорили, что он один выполнил работу целого института. Примеров подобной научной эффективности трудно найти. Еще меньше примеров того, чтобы книга какого-нибудь историка вызвала массовое общественное движение и, как сейчас говорят, задала целый тренд в общественном сознании. Общественное движение по изучению шежере, то есть родословных, а также движение башкирских родов охватило не только Башкортостан, но и ряд соседних регионов. Оно пробудило интерес людей к своим корням, к своей земле, вдохнуло жизнь в село. Выехал в Янаульский район, в деревню Кисак-Каин, мы вместе выехали. И я увидел, как академический ученый с большой буквы общается с аксакалами этой деревни. Аксакалы пришли со своими шежере. Он соединяет их шежере с архивными документами. Допустим, те знали 4-5 поколений, стали знать 8-9 поколений. Вот, такая радость была у этих стариков. Вот, по-детски они радовались. Все сходится. И они все откровенно говорят, как так? Вот, все, вот то, что мне дедушка рассказывал, с архивом сходится. Детская такая радость. Анвар Асфандияров получал тысячи писем со всех уголков Башкортостана и России. Старался отвечать на каждое обращение, помогая в поисках предков и составлении родословной совершенно неизвестным ему людям, причем за счет своего личного времени и средств. Однако на свой главный вопрос, что стало с его отцом, он не мог получить ответа на протяжении 60 лет. Тайна открылась лишь совсем недавно, когда уфимка Римма Буранбаева, занимающаяся поисками пропавших без вести солдат, отыскала его. Оказалось, что сержант кавалерии Закир Асфандияров никуда не пропадал, а умер от ран в 1943 году. Причем не где-нибудь, а в Уфимском госпитале. Его похоронили на Сергиевском кладбище. Причина столь долгих и безуспешных поисков отца оказалась банально проста. В списках умерших он значился не как Асфандияров, а как Османдияров. Вдова историка Клара Миграновна рассказывала: когда мы с мужем узнали об этом, то весь вечер проплакали. Однако, несмотря ни на что, Анвар Закирович считал себя счастливым человеком. В интервью журналу «Башкортостан КЗ» он как-то сказал: Мен 9 яшьлек бала авылда үке диетен шешініп ятқан вақытымда яшәргә ынтылдым дигәндә. Шул яшәргә ынтылдым, исән калдым. Шул бәхет түгел мин дигәндә. Хәзер икенче тагын халкымның тарихын халкыма кайтарам. Хәзерге вакытта хөкүмәт шуга минем эшемдә бик нык бер баһалай, шул бәхет түгел мин дип җавап биргән. Бессеребренник и ученый с большой буквы. Он всю жизнь довольствовался малым. Единственной его целью было возвращение своему народу и своему родному Башкортостану его истории. Атай хуштайт калды, onun кустыгы хуштайт калды. Атайдың карындашы Белорет трудовой армия тигенде, шунда үлеп калды. Был атай ягынан, әсәй ягынан. Әсәйдең агасы Ахматулла атай хуштайт калды. Башкалар ятып калды. Ирне ятып калды. Мин неме әйтәм килә. Шуларның гомерен миңа Ходай бирергә тиеш тә баһа. Миңа Ходай тагын да 20 ел бирергә тиеш. Бер 10-15 китап яңа эшләргә кирәк. Однако вместо желаемых 20 лет судьба отпустила Асфандиярову лишь 10. За это время увидели свет его монографии «Кантонное управление в Башкирии», «Башкирские тарханы», «Башкирия после вхождения в состав России», «Аулы мензелинских башкир». Всего им было опубликовано 320 научных работ, в том числе 20 монографий.
Ведь он не был графоманом. Есть много историков, которые являются графоманами. Пишут многотомные труды, которые никчемные и в которых нет никакого, в общем-то, серьезного значения. Благодаря Анвару Закировичу башкиры получили, можно сказать, путеводную нить для изучения своей истории. Его наследие мы еще будем долго изучать, но уже сейчас, если взять вот так навскидку, примерно посмотреть его подходы и идеи, которые он предложил, это то, чем мы будем развиваться еще в течение ближайших, может быть, 1-2 поколений историков. Наследие Анвара Закировича Асфандиярова огромно. Оно заключается не только во множестве научных трудов, но и в людях, которые считают его своим учителем. Научная и просветительская деятельность Анвара Закировича Асфандиярова произвела переворот не только в умах ученой публики, но и у значительной части обычных граждан. Историк заставил нас бросить новый, очищенный от предубеждений взгляд на, казалось бы, известные, но задвинутую на далекую периферию памяти вещи. Эффект получился потрясающий, и в этом, наверное, заключалась его жизненная миссия как человека и исследователя – возвратить народу его забытую историю.